Министр экологии Республики Сахалин Афанасьев проинспектировал производственные и природоохранные объекты на ЧНД. 1 декабря намечен запуск в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», который станет вторым по мощности в России. Сегодня все работы подходят к завершению. Подробности с места событий у Анны Кожевниковой. Эта дорога ведет к самому грандиозному российскому проекту газовой отрасли «Сила Сибири». Для того, чтобы попасть в сердце чендинского месторождения, откуда будет транспортироваться газ в Китай, необходимо преодолеть более 200 километров нелегкого пути по трассе, проложенной чендинскими первопроходцами сквозь тайгу и сопки. А общая протяженность линейной части магистрального газопровода «Сила Сибири-1» составляет около 4500 километров с 9 компрессорными станциями. 1 декабря 2019 года будет обеспечена подача газа в Китай. На сегодняшний день трубопровод до границы уже заполнен. Технологическая часть, в части заполнения, идет в плановом порядке. Мы работаем с коллегами «Газпром-Трансгаз» Томск. Взаимодействуем. Здесь мы идем в одной связке, и нас здесь технологически не разорвать. Мы обрабатываем, настраиваем режим на установке комплексной подготовки газа. На этом стратегически важном режимном объекте телевизионные камеры под запретом. Но министра экологии Республики Сахалин Афанасьева ознакомили с установкой комплексной подготовки газа и провели экскурсию в самое сердце проекта «Сила Сибири». Он следил за развитием чендинского месторождения с самого начала его разработки и отметил, что преобразования за этот период глобальные. С нуля возведена вся инфраструктура, полностью подготовлен куст скважин и практически все объекты природоохранного характера. Мы сейчас находимся на чендинском месторождении, где своими глазами видим, какой масштаб работ произведен в Ленском районе Республики Саха-Якутия и какие производственные мощности введены. Завершаются работы не только по основным производственным мощностям, по кустам скважин, по добычному комплексу, но и подрядчик «Газартстрой» сегодня сдает объекты предохранного назначения. Завершаются монтажные работы комплекса очистных сооружений, где с помощью термической обработки будут утилизироваться стоки с отходами нефтепроизводства. Это единственный в республике подобный объект. Осмотрел министр экологии и так называемый гелевый завод, где при подготовке газа отделяется гелий и будет закачан обратно в пласт. По итогам поездки на совещании с организациями подрядчиков-недропользователей Сахалин Афанасьев отметил, что все недочеты в части экологического надзора устранены. И правительство республики, как и вся страна, ждет запуска магистрального газопровода «Сила Сибири». Анна Кожевникова, Денис Семенов, Ленск.